Всем привет, и друзья! Привет, и уже, так сказать, Новый год. Новый год наступил. Хорошо встретили Новый год. Пускай и вдвоем получилось, даже не вдвоем, а втроем. Там у меня товарищ есть, и мы связались по Вайберу, и как бы он тоже участвовал в нашей встрече Нового года. Вот. Встретили Новый год с Машей. Там на прошлом видео сказал, что если получится, засниму, но решили так просто посидеть по-семейному, без всяких съемок, без ничего. Это и тоже неплохо, кстати говоря. Вот. Наступил Новый год, и я с этим праздником поздравляю вас, друзья мои, зрители, гости канала. Всех поздравляю с Новым годом. Счастья вам в Новом году. Счастья и здоровья. А остальное все приложится. Все будет хорошо. Пусть у меня, и у вас, и у всех. Вот. И первое видео в новом году я хочу показать. Вот небольшая распаковка такая была. Мы получили буквально накануне, эту посылку получили накануне Нового года уже. И решил я не выкладывать это уже, я говорю, уже после Нового года выложу, потому что новогодняя подготовка, вся суета это, и некогда было монтировать. И вот сейчас свободное время, и сделал быстренько этот ролик. И посмотрите на гостинцы, которые мне, нам, то есть, прислали сладости, конечно, и вкусности всей семье. А в частности, там еще кое-что, это лично мне уже подарок такой. И как в аккурат к Новому году. Хочу добавить для точности. Посылку уже отправляли где-то в ноябре. И она пришла вот в самом конце декабря. Пришла, конечно, не состояние не айс. Это огромный жирный минус Почты России. Я вот покажу, и отправитель посмотрит, что там было, еще ли пришло. Потому что посылка была открытая. Вот так наша почта работает. А теперь давайте посмотрим, что же прислали нам, какие гостинцы. У нас, друзья, снова посылка, гостинцы из Германии прислали нам. И посылка очень долго шла, почти шла месяц. И отправитель даже уже искала там, нашла, и посылка дошла, но у нас даже на почте свои работники там, нившевские, смеялись, говорят, вот этой посылкой, игрались нам, говорят, этой посылкой футбол. Вот так доставляет Почта России в ужасном состоянии, еще как будто открывали все и заново скотчем заклеили. Сейчас Маша быстренько достанет, что там, а я потом поближе подъеду и покажу. Сейчас она будет просто... Шоколадная крошка. Томаты для пропитки. А я потом с близкого расстояния буду показывать. Потом покажу, просто пройдусь. Сыры. Миндаль. Орешки. Еще подписано, я смотрю, да? Да. Это сладости. Больше я хочу узнать, что отправленное или пришло. Потому что мне это очень интересно. Почему эта почта так халатно отнеслась к этой посылке и вообще все ли пришло. Там какие-то... Все для выпечки. Это все посыпки сладкие, да? Да. Шоколадные. И обувь. Обувь ортопедическая, это для меня. Там разных... Он даже сзади открывается, чтобы одевать удобно. Но это уже чисто по моей, не просьбе, а для меня.
какие мои там недостатки в организме есть, и чтобы одевать было удобно, и вот, отлично, видите, какая удобная, сзади открывается. Ой, малышка там опять бесится. Мягкая, удобная. Ну, не, главное, она одевается, подъем высокий, и у меня ступня не двигается, и это будет... Такую обувь уже прислали, а вот еще догонку. Вот. Ну, понятно. Вот. И там тоже еще обувь, да? Ой, много пар обуви. Но это, ну, холодное время носить. А, там еще и разные, С да. мехом. А, да. С утеплителем. Смеха. Я просто, друзья, далеко нахожусь, но я сейчас вот Маша закончит, я подъеду и поближе покажу еще, как выглядят там сладости и обувь. Ну, ничего страшного, что на столе, потому что эта обувь чистая, она новая. Это что там расписано? Марции нам надо Сыр. катать очень тонко и покрыть торт или пирожное как тканью. Ну, все понятно, это типа мастики, что ли? Ну, вроде этого. Ну, там Ну и тоже обувь это. А вторая есть? А? Ну, все. Я думал, боялся, уже потерял ее. Так, сколько пар? 4 пары обуви. 4 пары обуви. И все ортопедические, и еще сладости, и сыр. Германский сыр нам очень нравится, да, там уже. Вот эти тосты очень, ну, вкусные, удобные. Снимать закончили, а вон коробку облюбовал малыш. Видите, что делает? Он эту коробку раздербанит 3 секунды. Малышка. Нравится ему. Коробка шуршать. Как же это бандит, и ему тоже что-то надо, наверное, ищет. Домик для тебя. Вот ведь как. Ай, бандюган. Ну что, вот поближе обещал, вот и поближе показываю. Вот это миндаль. Миндаль как для посыпки, тоже для тортов. Такая миндаль. Потом вот это сладости. Вот это сладости. Вот. Дальше сыры идут. Вот такой сыры в виде тостов. Это очень вкусно. Это, мы тогда пробовали такие тосты. Вообще классные. Очень вкусно. Дальше идет вот ароматный. Тоже для... вот. Для... Тут написано для... Крошки. пропитки. Для пропитки. Точно. Для пропитки коржов. Тортов. Там лимон, горький миндаль со вкусом рома и ванили. Пропитки такие. Дальше идет там... Что там идет? Там тоже это сладкая масса съедобная. Марциан. Обрезать по размеру, не выпекать. Это уже после выпечки надо. Так, вон шоколадная крошка, это тоже для выпечки. Дальше шоколадная посыпка. И вот это крайняя самая тоже посыпка такая разноцветная. Я думаю, она очень хорошо к куличам идет. Наши, по-моему, такие куличи посыпают, да что-то. Вот. И ну и обувь. 4 пары ортопедической обуви. Вот. Мы с Машей вот быстренько показали. Всё. Ну и, конечно же, большое спасибо за это. А на заднем плане опять бандит там коробку дербанит. Будто вон какая хорошая, что подошло только. Подойдет. Подойдет.
Да, у нас в России, не знаю, такие есть, нет, продают, нет, что-то я не Ну, замечала еще. ну, не знаю, продают или нет, но это просто так выслали в качестве доброго подарка и очень приятно. И говорю спасибо за это. Спасибо огромное. За спасибо. сладкое, за сыры, за обувь. В общем, за внимание к нам. Большое спасибо. А бандюган уже, видите, коробку куда? В прихожую затолкал. И главное, как человек, наверное, как человек, смотрите, уже коробка лежит не на боку, а вот как положено коробка лежать, и залез туда и, не знаю, что-то ищет еще. Малыш! 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 Бандит! Кыс-кыс. Бандит! Ну, короче, все. У него домик появился. У него домик появился. Бандюган. Вот такие подарочки пришли, так сказать. Мы очень довольны. И, как уже говорил, большое-большое спасибо еще добавлю. Большое-большое спасибо. Нам очень приятно вот, внимание, то, которое оказываете вы, наши зрители. Ну и уже так называемые, можно сказать, хорошими друзьями. Друзьями канала, друзьями семьи. Состояние посылки, конечно, желает быть лучшего, но главное дошла. Интересный такой момент был с этой посылкой. Посылку потеряли, трек не показывает. Вот она границу перешла, и еще не показывает трек. Потом отправительница говорит, вот у нее дочка такая боевая такая доченька, и она говорит, вмиг нашла эту посылку, и все, и посылка стала идти. А до этого месяц стояла где-то на таможнича или где. Вот, ну, сейчас посмотрите вы, и если что не так там, что не пришло, и что отправляли, да не пришло, мне потом скажете или напишите вот под этим видео. Вот. Ну, а у нас Новый год и новые занятия. Есть видео, где уже дрова заготавливали на улицу. Есть видео, где колеса поменял. Ну, не знаю, вот как смогу, выйду. Потому что вот сейчас теплая погода у нас. Очень теплая погода такая. Но опять впереди обещают где-то 4 дня очень холодных дня. И не знаю даже. Что-то я вот в этот год очень мало выхожу. Ну, по той простой причине, потому что все-таки у меня еще, я не отошел еще от этого коронавируса, и у меня затянулось все это дело. Но думаю, справлюсь. Думаю, справлюсь. Отчаиваться еще рано. Думаю, справлюсь. Справлюсь с этим недугом, так сказать. Так-то внутри вируса нету, но вот есть, ну, аукнулось лечение. И вот сейчас надо мне восстановиться, узнать причину там сбоя организма и попытаться все-таки восстановиться. Вот такое первое видео у меня в новом году. Пускай короткое, но зато оно есть. Я опять с вами пообщался немножко. Вот, сегодня я один общаюсь. Ну, и надеюсь, там и Маша тоже подключится на последующих видео. Что-нибудь там сготовим, что-нибудь или на прогулке там. Ватрушка у нас есть. Еще с сумкой не можем никак побегать. Вот. Думаю, все еще будет, и все будет еще и хорошо. Вот так. Ладно, друзья, с Новым годом, с новым счастьем, и спасибо за ваше внимание к нам.